В республике хотят построить второй исправительный центр. Это учреждение, где осужденные отбывают альтернативные наказания. Принудительные работы вместо реального заключения. Сейчас такой есть в Стерлитамаке, но он почти заполнен. Здесь осужденных официально трудоустраивают. Они получают заработную зарплату не ниже МРОТ. Часть уходит в доход государства. Таким образом, их содержание идет не за счет бюджета. Они также находятся под постоянным контролем, но имеют право покидать центр с разрешения администрации. Анастасия Ильчебаева расскажет. Это чернышка у меня, лизунчик мой. Да, лизунчик. У нее я сама лично приняла роды. Это облизывается. Я их не боюсь. Для нее коровы – это не стадо, а индивидуумы. У каждого животного свой характер, говорит Мария. И если бы позволяло время, она бы подошла и рассказала бы нам про всех своих подопечных. Дояркой девушка работает всего 2 месяца. Профессию сменила благодаря судимости. Именно благодаря. После того, как Фемида назначила наказание в виде исправительных работ, Мария решила, что останется в новой профессии и после окончания срока. Прикипела душой. Полюбила своих подшефных, те, кстати, отвечают ей тем же. А недавно даже помогла телятам появиться на свет. Клички всем назвала. Целуюсь с ними. Кормила теленка. Корм подвигаю. Навоз чищу. Хожу в телятник. Выставляю ведерки. Сейчас на предприятии имени Калинина трудится 13 осужденных. Работодатель на автобусе сам доставляет сотрудников, а живут работники в исправительном центре. Но это непривычное для колонии помещение казарменного типа. Светлые комнаты в пастельных тонах, на столе тетради, альбом и даже игрушечная машинка. С виду обычная мужская комната в каком-нибудь студенческом городке. И лишь карточки с информацией об осужденных выдают постояльцев этого номера. Это больше похоже на общежитие. Они сами устраивают свой быт. Здесь есть гладильная комната и даже стиральные машины. Обедают в столовой либо на собственной кухне. В каждой комнате полки с книжками. Для Руслана после 9 лет в колонии, которую он отбывал за похищение человека, это почти свобода. Отсидев 2/3 срока, подал на смягчение наказания. После положительного решения суда был переведен в исправительный центр. Здесь он может пользоваться телефоном и даже интернетом. Но больше всего в колонии ему не хватало другого. Родных. Здесь больше возможностей. То есть можно не просто, как в колонии, допустим, приезжают они на свидание, да, и вот мы находимся в одной комнате, и все. Здесь можно и погулять, в парк сходить, то есть с детьми, в кино. То есть это, так скажем, как реабилитация, наверное, после колонии, чтобы вот в нормальное общество попал человек. Сюда Руслана привезли из Калужской области. Исправительные центры есть не в каждом регионе. Да к тому же многие из них уже заполнены. Лимита достиг и республиканский. Такая альтернатива лишению свободы появилась в 2017 году. Принудительные работы вместо заключения в колонии могут получить только те, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести, либо осужденные по тяжкой статье, впервые получившие срок до 5 лет. Есть и вторая категория, такие как Руслан, те, кто подает на смягчение наказания. Замечательно, что они здесь уже не теряют социальную связь, они трудоустроены и работают, значит, в таких же организациях, с такими же гражданами. Конечно же, это дает возможность уже как трудовому коллективу дать положительное влияние, значит, на этого осужденного. Работает, как все остальные граждане, получает заработную плату. Сейчас в Уфсине республики обсуждают создание еще одного исправительного центра. Учреждения на 100 мест при колонии поселения в Стерлитамаке уже не хватает. Не всегда заключение под стражу может исправить человека. Порой погружение в такую обстановку еще больше затягивает осужденного в криминальный мир. А тут, не отрываясь от реальности, осознав ошибки, свою вину они стараются искупить честным трудом. Но даже несмотря на почти домашние условия, они все равно хотят, чтобы время тут бежало быстрее, а из окна не было видно колючей проволоки. Анастасия Ильчебаева, Ильнур Ямагулов. Новости Стерлитамак.